Здравствуйте, в эфире телеканал Тува-24. С вами Алдын Казбуян, и я расскажу вам об основных событиях на сегодня. Красивые пейзажи, непроходимая тайга, горловое пение, традиционная кухня, национальная борьба – все это и многое другое привлекает туристов и путешественников в Туву. Так, к столетию Тувинской Народной Республики нашу малую родину посетили несколько иностранных журналистов из разных стран – Китая, Исландии, Сирии, Эквадора. Как прошла встреча и что больше всего удивило наших гостей, смотрите далее. Заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Александр Бекантов отметил, что пресс-тур иностранных журналистов планировался в Туву еще с прошлого года. Основная цель поездки – это первичное знакомство, но, опять же, с точки зрения того, насколько это может быть интересно для их туризма, для развития деловых связей. И, в частности, допустим, сирийский журналист, который находится с нами, его интересует возможность запуска совместного проекта с участием арабских бизнесменов из других стран, с третьих стран, в частности, Арабских Эмиратов и Кувейта, в области орнитологии. Путешествие иностранных журналистов по Туве было организовано по самым главным священным местам республики. Журналисты помолились у Субургана, подножия горы Хайракан. Здесь их встречали красавицы театра танца и костюма Ункум с традиционными белыми кадаками. Записки со своими благопожеланиями и самыми сокровенными желаниями иностранные гости оставили в стенах единственного сохранившегося буддийского храма Устухуре. Ответственный редактор арабской версии портал «Вся Россия» Адель Жорж Муса отметил, что его приятно удивила вовлеченность тувинской молодежи собственной историей, желание развивать национальную борьбу и горловое пение. Это то самое, чего не хватает европейским странам. Тыңға тулық чейінімдірсен, туристердің мұндан оқпан шықпан олдырсен, сеңе бұл чаны олса, астыға алыспадым дейш. Қадық бергелері торылбадым дейш. Болдымны чанны, сеңе пелекке берден артты жаппей. Корреспондент узбекской газеты «Мир новостей» Максим Сидоров признался, что перед поездкой в Туву посмотрел разгромный видеоблог журналиста Ильи Варламова. Но, несмотря на это, Максим был впечатлен Тувой, природой, гостеприимством. Особо отметил уровень сохранности языка, культуры и традиций. Да, огромное количество национальных моментов, национальной культуры, которые здесь можно узнать, познакомиться с ней. Вот это прекрасное место, где ты можешь окунуться в эту атмосферу. И действительно, если ты приедешь сюда и заселишься в эту юрту, то ты сможешь, не знаю, погрузиться в те чувства и в те ощущения, которые испытывали эти народы десятки и сотни лет назад. Шеф-редактор эквадорского телеканала «Вито ТВО» Гарсия Лопес Хосе Альберто отметил, что посетил ряд буддийских регионов и именно в Туве отметил особенную энергетику. Мы смотрели там такую церемонию, люди поливают разные вещи в огонь. Это очень, конечно, впечатляет. Обряд сам. Да, обряд. Да, очень интересно и очень, я думаю, впечатляюще. И особенно музыка мне тоже нравится. На второй день пресс-тура иностранные журналисты посетили золотую комнату в Национальном музее города Кызыла, где увидели скифское золото, найденное в кургане Аржан-2. В Центре тувинской культуры для иностранных гостей выступил ансамбль Хукжумчу. Здесь, где начинается Большой Енисей, закончился пресс-тур иностранных журналистов. Скоро о Туве узнают в Исландии, Аргентине, Бразилии, Китайской Народной Республике и Узбекистане. Надеемся, что знакомство с Тувой не станет последним. Алдын Казбуян, Владимир Сюртук, Азамат Очур, Тува-24. К столетию Тувы «Единая Россия» обновила дворовые и спортивные площадки города Кызыла. С 9 по 25 августа планируется охватить 50 площадок. В покраске участвуют члены первичных организаций, то есть партийцы, проживающие в этих же округах. С 9 августа у нас по всему городу стартовала акция восстановления детских спортивных игровых площадок во дворах многоквартирных
многоквартирных жилых домов. То есть мы знаем то, что многие наши детские площадки сегодня находятся в таком несколько обветшалом состоянии. И решением депутатов, хорала представителей города Кызыла, членов фракции «Единая Россия», значит, мы данную акцию объявили. И значит, в период с 9 по 25 значит, августа данная акция будет у нас проводиться во всех округах города Кызыла. И, соответственно, мы надеемся, что порядка 50 детских спортивных площадок мы таким образом восстановим. То есть, идет восстановление не только лакокрасочного слоя, да, площадок детских, но еще и вот такие поломки, да, как отсутствие, значит, элементов каких-то. Мы очень рады, что наш двор покрасили, и мы будем беречь, то, что вы делаете для нас. И мы не будем играть до завтра здесь, чтобы не заляпать ничего. И мы будем с радостью играть в этом новом чистом дворе. Отметим, что дворовые площадки в Кызыле управляющие компании не обслуживают, поэтому даже новые объекты через год или два нуждаются в покраске и ремонте. Все это не только ради красоты, а в первую очередь ради безопасности детей. Чтобы никто не травмировался об заржавевшие турники и потертые деревянные поверхности. Сами дети с радостью помогают красить свою площадку. Более 1000 общественных наблюдателей в этом году примут участие в контроле над законностью выборов в единый день голосования. Подробности в следующем сюжете. На сегодня численность общественных наблюдателей в Туве достигла 640 человек. До сентября будут приглашены еще 476 волонтеров. Хотел бы, пользуясь вот такой возможностью, обратиться к гражданам с активной жизненной позицией. Приходите на базе общественной палаты, мы вас обучим, пожалуйста, и это даст вам возможность дать личную оценку ходу проведения выборов и так далее, конкретно своей работой на конкретном избирательном участке. Мы вас ждем, мы готовы рассмотреть практически любую кандидатуру. Без опыта работы. Возраст общественных наблюдателей определен с 18 лет. В настоящее время основным костяком волонтеров являются представители Ассоциации юристов, Союза библиотекарей, психологов, советов отцов и матерей. Общественный наблюдатель, он не ангажирован в пользу какой-то политической силы или кандидата, или политической партии. Он представляет общество, и главная задача общественного наблюдателя – это обеспечение законности и проведение выборов в строгом соответствии с действующим законодательством. Вот на это ориентированы все наши общественные наблюдатели. Вот 640, о которых я говорил. Вот эта задача главная. И те знания, которые они получили вот в ходе обучения, я думаю, позволят как раз нашим наблюдателям в полном объеме выполнить полномочия общественного наблюдателя. На протяжении последних лет в России происходит увеличение конкурентности между партиями на выборах самого разного уровня. Появляются новые технологии, дающие возможность, мягко говоря, ввести в заблуждение лиц, следящих за легитимностью избирательной кампании. В этом году в деятельность общественных наблюдателей внесено ноу-хау, позволяющее увеличить их результативность. Для нас очень важно, что общественные наблюдатели впервые за всю историю у общественных наблюдателей появилась возможность контроля за ходом выборов путем видеонаблюдения. Будут установлены 2 монитора совместно с представителями СМИ, кандидатов, другими заинтересованными лицами. Мы готовы проводить это видеонаблюдение и рассматривать, если вдруг что-то будет выявлено, каждый случай нарушения, который гипотетически может происходить на участке. Всего в день единого голосования на всех участках планируется выставить 1116 наблюдателей-добровольцев. Огромная сила, которая станет еще одной заградительной цепью возможным нарушением избирательного законодательства. Сайгын Бирбюч, Айхан Донгак, Азамат Очур, Тува-24. Союз журналистов Тувы передал Национальному архиву республики переведенные на тувинский и русский язык материалы первых тувинских газет, выходивших в начале прошлого века. На старомонгольском языке проект был поддержан фондом президентских грантов. Инна Клоян продолжит тему.
Работа перевода тувинских газет со старомонгольского языка выполнена. Как отмечают переводчики, которые работали днями и ночами, было достаточно тяжело. Для начала, чтобы перевести газету на русский язык, нужно было перевести текст на тувинский. Со старомонгольского на тувинский язык переводила Аяна Самдан, а с тувинского на русский язык Карина Мангуш. Председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова лично передала готовый перевод газеты в руки директору Национального архива Белекме Мунге. Вот так это выглядит в печатном виде. Здесь 102 страницы. И в электронном виде для того, чтобы проще было размещать на интернет-ресурсах. Спасибо вам. Спасибо вам огромное за помощь, за поддержку. Вот эти материалы, давайте их размещать. Пусть все ознакомятся с историей Тувинской Народной Республики. Однако в проекте не только перевод газеты старомонгольского на русский, но Союз журналистов Тувы хотел сделать еще доступным материалы произведения «Повесть жестоких лет этнического тувинца» заслуженного писателя Тувы, проживающего в Монголии Чинангина Галсана. Эта книга уже вышла в Туве на тувинском языке. Николай Кулар, главный редактор тувинского книжного издательства, сделал подсрочный перевод с тувинского на русский. В рамках проекта передали литературный перевод тувинскому книжному издательству для дальнейшей публикации этого произведения. Наш уважаемый Галсан, издавайте, пожалуйста, пусть это будет доступно всем. Повесть впервые была издана на монгольском языке в далеком 1984 году. И с этим произведением он стал очень известным в Монголии писателем. Потом эта повесть «Жестоких лет» была переведена на немецкий язык, потом же на русский, поскольку этот русский перевод был очень узкий, пришлось нам его переводить на тувинский язык. Уже с тувинского я сделал подсрочный перевод на русский язык, а художественный перевод уже сделала Инна Павловна Принцева. И, наверное, надеюсь, что мы в скором времени издадим на русском языке. Но вот это вот тувинский вариант, вышедший в прошлом году. Одним из главных переводчиков стала Аяна Самдан. Газету переводила со старомонгольского языка на тувинский. Осуществляла подсрочный перевод текста и 5 номеров газеты «Правда» оннен на монгольском языке, которая выходила в 30-е годы. Я планировала очень быстро сделать, но у меня больше 4 месяцев ушло на перевод, и более 100 страниц получилось. То есть это ежедневный труд. Я с утра садилась и только вечером вставала, и то прошло больше 4 месяцев. Читается сверху вниз, слева направо. Да, это такое монгольское письмо. Работа действительно сложная, когда на листе бумаги сплошной текст и ни одного знака препинания. Действительно, когда на русский язык начала переводить, там просто набор слов. 2 листа, и вряд ли кто-то мог понять. Я попросила Яну Наиловну, пожалуйста, говорю, если хотя бы там абзацами разделите, хотя бы там точки предложения разделите, да, чтобы понять. И получается, что это очень-очень такая вот тяжелая работа была, а с другой стороны, очень интересная работа была. Я бы хотела отметить, что роль газеты «Шин» в истории Тувы здесь мы поняли, когда переводили, очень огромная. В Национальном архиве Республики Тува сейчас на хранении находится 43 подшивок газет периода Тувинской Народной Республики. Среди всех архивов Сибирского федерального округа, как отмечает директор Национального архива, есть чем гордиться, так как только в нашем архиве хранятся столь редкие бесценные газеты. Это газеты тувинского народа, которые начали издаваться именно Тува Ардын-Үнмен, это «Правда тувинского арата». Она начала издаваться с 30-х годов и издавалась тиражом 1000 экземпляров. Выходила она 1 раз в 2 недели и была очень востребована. Сейчас Национальный архив очень рад, что их совместное сотрудничество с Союзом журналистов Тувы благодаря фонду президентских грантов получило возможность оцифровать газеты и сделать перевод. На самом деле перевод
перевод со старомонгольского языка – это очень сложный процесс. И у нас в республике таких специалистов осталось только около 3 человек. И в будущем это нам очень необходимо воспитать уже новых молодых специалистов, так как архив у нас располагает около 3000 единиц дел на старомонгольском языке. И все это нам надо переводить и для общего доступа уже давать населению доступ к нашим архивным документам. Также уникальные архивные материалы станут доступны в сети интернет для широкой аудитории и, возможно, даст старт новым научным исследованиям. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Миран Иргит, Тува-24. Август и сентябрь для большинства жителей Тувы – благодатное время, когда можно сделать запасы на зиму, собрав дары леса. А вот для спасателей республики это время особенно напряженное, рассказывает РС Мангуш. На кадрах вы видите поисковые работы спасателей службы ГОЧС годичной давности на станции «Тайга». Именно здесь, по словам опытного спасателя Валерия Хавалыга, на счету у которого сотни спасенных жизней, поздним летом и осенью чаще пропадают сборщики ягод и грибов. 12 августа. По сравнению с прошлым годом у нас сейчас звонков пока на этот счет нет. В прошлом году уже 2 числа в 2 местах были уже потерявшиеся. И, как обычно, теряются люди городские у нас. Допустим, за сезон, если потерялся, как обычно, в среднем 30 человек, это 20 из них приходится на станцию «Тайга». Это городские люди, которые по ПХ выезжают по грибам, по ягодам, там по разным дикоросам. Желательно с собой носить одежду поярче, не как охотники, потому что свет хаки, когда человека ищешь, очень трудно найти человека в хаке. Лучше поярче одеться, детей тоже одеть поярче, разные цвета. И обязательно, если уходите от костра куда-нибудь по грибам, по ягодам, маршрут идете, надо немножко воды себя набрать, немножко сухпайка взять. И обязательно, сейчас в современное время, нужен телефон, и чтобы он должен быть заряжен, желательно еще портативные зарядные устройства иметь, чтобы когда телефон разрядится, можно было там автономно зарядиться. Обычно очень быстро находятся те, кто в панику не впадают. Они прямо навстречу идут, созваниваются. Но если телефон сел, тоже не надо паниковать. Просто там есть русло рек, можно идти по руслу, там выйти куда-нибудь на стоянку. Да? На станции Тайга выходят обычно на местечко Магой. Кроме необходимых вещей, которых нужно с собой брать, спасатель рекомендует ориентироваться по солнцу и по звездам, чтобы выбраться из лесной чащи. Не надо паниковать, если даже наступила темнота, если даже звезд видно, надо ориентироваться. Просто большая медведица, полярная звезда, надо думать, что она на севере. И если вы находитесь по левой стороне трассы, то надо, чтобы она была по левой стороне, и вы идете прямо на трассу, если хотите идти. Если теплая погода, лучше подождать, допустим, до рассвета, чтобы легче было идти. Да. РС Мангуш, Чайхан Дангак, Азамат Очур, телеканал Тува-24. Фотоальбом к столетию Тувинской Народной Республики составлен научными организациями региона. Сегодня директор Национального архива Тувы встретилась с членами штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» с просьбой о дополнительном тиражировании альбома. Фотоальбом «Тува за 100 лет. События, факты, люди» к столетию ТНР – это большая работа ученых республики. Сегодня директор Национального архива республики Белекма Мунге представила альбом членам штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» и обратилась с просьбой о дополнительном тиражировании. Председатель Верховного Хурала Канголдова отметил особую важность исторических изданий и поблагодарил за проделанную работу всех, кто причастен. Мы, партия «Единая Россия», очень ценим и благодарим труд всех участников данного альбома, создателей данного альбома. И этим мы покажем нашему подрастающему поколению, нашим гостям всю значимость этой истории для грядущего, для будущего нашей республики, для развития нашей республики. То, что на сегодняшний день нужно
поддержку от партии «Единая Россия» по тиражированию, мы абсолютно поддержим. У нас есть различные гранты, различные наши партийные проекты, через которые мы поддерживаем и вот эту данную такую работу. Создатели фотоальбома отмечают, что издание будет полезно не только научным сотрудникам и студентам-историкам, но и школьникам, а также всем тем, кто хочет узнать историю Тувы. Данный фотоальбом, он специально разрабатывался нашими учеными, нашими специалистами из Национального архива Республики Тыва, Национального музея и Тувинского института гуманитарно-прикладных исследований. В этом альбоме отражена вся история создания и развития нашей республики, начиная с 2021 года, и также в ней отражены основные архивные документы, фотодокументы, начиная с тех времен, когда в селе, в местечке Субажи состоялся первый съезд кажунов. Была издана, принята первая конституция Таны Тува Улус. Члены штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» обещали помочь в расширении тиража фотоальбома. После дополнительного издания он появится в библиотеках Тувы, в том числе и школьных. Ведь знать историю своего народа необходимо с детства. Пролистал, посмотрел. Конечно же, в первую очередь открыл страницу со здравоохранением. Очень впечатлен. Очень интересные факты, очень интересные старинные фотографии. Прям гордость берет за нашу республику. Хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше жителей нашей республики с данными изданиями ознакомилось. Человек должен знать свою историю, историю своего народа, потому что, как ни крути, наша страна – это многонациональная страна. У каждой национальности есть свои устои, есть свои правила, согласно которым они жили, то есть с какими, скажем так, законами жили наши предки. То есть всегда надо уважать свою историю и всегда принимать во внимание, знать, какие решения раньше принимались нашим руководством, да, наверное, так выражусь, руководством бывшим, да, нашей республики. И всегда надо делать анализ, всегда надо, опираясь на исторические факты, взвешивая правильно, принимать какие-то управленческие решения на сегодняшний день. Уже изданы 1000 экземпляров, и они будут переданы в Национальную библиотеку имени Александра Пушкина и также появятся в книжных магазинах. Айдана Хавалы, Владимир Сюртук, Миранергит, Тува 24. На этом эфир телеканала подходит к концу. Следите за нашими новостями на официальных страницах телеканала в социальных сетях. Пусть завтра будет лучше, чем сегодня.